Эти шокирующие кадры избиения 4-летнего ребенка вызвали массу негодований у казахстанцев. За судьбой павлодарской девочки Айлин следили, затаив дыхание. Ребенка передали отцу, идет судебное разбирательство. Сотрудники прокуратуры считают виновными в подобных преступлениях всех, кто вовремя не сообщил о насилии над детьми. Таких людей следует сразу же проверять на психические отклонения, по примеру, по представлению суд со стороны правоохранительных органов. В настоящее время у нас таких механизмов нет. Основанием к этому могут стать жалобы родственников, соседей, либо самих детей. В Казахстане проведено масштабное исследование в сфере правосудия и бытового насилия в отношении детей. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ презентовал его результаты. 75% взрослого населения Казахстана поддерживают применение телесного насилия для дисциплины и контроля детей в семье. Между тем, большинство детей, подвергающихся насилию, воспитываются в неблагополучных семьях. В органах внутренних дел состоит большое количество неблагополучных семей, в которых воспитывается около 16 тысяч детей. И все эти дети, как вы знаете, являются потенциальными жертвами насилия. Со всеми этими детьми необходимо проводить профилактическую работу, но в настоящее время она не совсем достаточная. Между тем, те исследования, которые проводятся и международными организациями, и государственные органы, говорят о том, что большое количество этих детей, которые проживают в этих семьях, именно в этих семьях, которые проживают, они подвергаются насилию. Среди опрошенных школьников 60% подвергались насилию со стороны родителей и опекунов, 14% со стороны братьев и сестер. Другие же были свидетелями семейного насилия. 65% детей испытывают психологические формы насилия. Некоторые из них заканчивают жизнь самоубийством. По мнению уполномоченного по правам детей в Казахстане, правоохранительные органы должны серьезнее подойти к изучению предсмертных записок, решившихся на суицид. В каждом 4-м случае оставляют предсмертные записки. Это как раз предмет вдумчивого, тщательного изучения этих предсмертных посланий именно теми органами, которые должны заниматься. Правоохранительные органы, органы образования, с тем, чтобы не допустить, чтобы знать этот предмет конкретно и вырабатывать какие-то меры по недопущению впредь. Мировая статистика в отношении насилия над детьми показывает, что каждая 10-я девочка в возрасте до 20 лет, это более 120 миллионов девочек, были подвержены сексуальному насилию или другим формам посягательства сексуального характера. 1 из 3 девочек-подростков в возрасте 15-19 лет стали жертвами эмоционального, психологического и сексуального насилия со стороны друга или мужа. Мальчики также входят в группу риска, но нет глобальной статистики в этой сфере. 3 из 10 взрослых в мире считают, что физическое наказание необходимо, чтобы правильно воспитывать или обучать детей. Это по существу 1/3. Сексуальное насилие в отношении детей является грубым нарушением прав ребенка. После того, как факты насилия над детьми в Казахстане стали активно подниматься средствами массовой информации и обществом, парламентарии инициировали поправки в законодательство. Весной прошлого года введена норма о принудительной мере медицинского характера в виде химической кастрации педофилов. Но вместе с тем не всегда удается доказать факт насилия над ребенком. Айнур Коскина, Ганизат Успанов. Настоящее время. Казахстан. Астана.